Ассаламу алейкум, витаю вас. Всех приветствую, шалом алейхим. Сегодня у нас 22 января 2026 года. Извиняюсь за опоздание. 18 часов 4 минуты по Берлину, 20 часов 4 минуты по городу Джохару. Стрим у нас идет, как обычно, на YouTube-канале Reality. И на канале в TikTok Аслан Арцуев. Стрим сегодняшний называется «Украина одной рукой признала, другой предает. Двойная игра Киева вокруг Ичкерии». Давайте об этом и многом другом поговорим, друзья. В самом начале стрима хочу сказать, что я независимый правозащитник, независимый блогер, независимый абсолютно от всего и вся на этой земле человек, ну, кроме своей совести и своих друзей. Но в принятии решения всего, что я скажу, это чисто мое мнение, мои взгляды, которые я неоднократно высказывал. Сейчас я их постараюсь более собрано высказать. Всем тем, кто находится во временно оккупированной Ичкерии, пожалуйста, беспокойтесь о вашей безопасности, не пишите информацию, которая может вас как-то идентифицировать. И не распространяйте ссылку на наш стрим. Сегодня я задал вопрос. У нас в YouTube есть опросник такой. Почему Украина предает Ичкерию? Потому что это заговор. Во-первых, первое. Это имитация поддержки перед Западом. Заговор пророссийских сил в Украине. Коррупция и продажность Киева. Выявление российской агентуры. Пока заговор пророссийских сил в Украине 60%, 20% коррупция и продажность Киева и 20% выявление российской агентуры. 0% это имитация поддержки перед Западом. Вот такие вот я вам вопросы составил и ответы. Поэтому, если вы не согласны с моими ответами, вы можете сами написать эти ответы здесь в чате. И я их обязательно зачитаю. Главное, чтобы вы были корректными, не матюкались там и все остальное. Вот такие вот дела, друзья. Так, посмотрим. У нас здесь, я смотрю, люди заходят. Так, всех, друзья, приветствую. Спасибо за подарки. Так, ламан азву алейкум ассалам. Маш войль ваша. Войль маш. Ну так, смотрите. Шамиль, все, друзья, приветствую вас. Не буду вновь и вновь вас приветствовать, раз уже один раз поздоровались. Просто перейдем к нашей основной теме. Дело в том, и как обычно, хочу начать с главного, так сказать. Так, извините, сейчас найдем только, потому что я тут переготовился, так сказать, дело. Чтобы вам было интересно, друзья, чтобы вам было понятно и чтобы у вас не возникало вопросов. Я, еще раз, абсолютно независимый человек, 100% поддерживаю Украину, украинский народ, как его поддерживал мой президент Джохар Дудаев и весь чеченский народ, как нас поддерживали отдельные украинцы, которые приезжали, сражались и даже гибли на нашей земле, защищая нас. И таковым я останусь до конца своих дней. Что бы ни случилось, как бы Украина и некоторые представители Украины не вели себя в отношении нас, я останусь таковым. Мы, чеченцы, славимся верностью и преданностью своим взглядам и идеалам. Вот я один, так сказать, типичный чеченец. Во время конференции «Проблемы и перспективы деоккупации Чеченской Республики Ичкерия» на YouTube-канале 2 ноября 2022 года, которая прошла через 2 недели после официального признания Ичкерии Верховной Радой Украины как временно оккупированной и свидетельство геноцида чеченского народа, Олег Березюк
директор Института глобальной политики и права, прервал выступление вдовы первого президента Ичкерии Джохара Дудаева, сооснователя той самой независимой Чеченской республики Ичкерия, Аллу Дудаеву. Он перебил ее в момент, когда она назвала Ахмеда Закаева самозванцем и указала как налицо фактически подписывающим документы, утверждающие, что Чеченская республика является частью России. Знаете, этот нонсенс, это вопиющий факт, он останется историей навсегда. Дело в том, что Ахмед Закаев, он россиянин, он везде подписывает документы, когда встречается с Россией, что Ичкерия, Чеченская республика Ичкерия, часть России. Россия. Когда он приезжает как официальное лицо, будучи министром культуры, у нас министр культуры, конечно, далек был от культуры нашей, он больше по другим делам был. Здесь он тоже, например, в Германию, когда он приезжает, он тоже называет себя россиянином. И это называют таким политической гибкостью, политической прозорливостью, так сказать. Но на самом деле это отрабатывание кремлевских нарративов. В 2021 году, буквально за полгода до начала широкомасштабного вторжения фашистской России в Украину, до этого времени я поддерживал Ахмеда Закаева, я думал, это единственные люди, потому что реальная наша власть, реальные люди, они фактически находятся на положении подполья, находятся. Наши родственники, это не передать словами, какие репрессии, террор устраивается, не просто прямой террор, похищение родственников, убийство родственников, возбуждение уголовных дел, фабрикация уголовных дел. Это, знаете, есть такие психологические методы воздействия. Просто вот берется ваш брат, сестра, ваша мама, ваш дядя, тетя, и вокруг них образуются какие-то люди, которые хотят им помочь. Рисуется психологический портрет, чаще всего используются люди не очень далекие, не такие простачки какие-нибудь, у каждого они найдутся. Да и я думаю, неподготовленному человеку, в принципе, противостоять вот этой психологическому воздействию, которое оказывает ФСБ, ГРУ, практически невозможно. Подготовленному очень сложно. Не говоря уже необразованному человеку, которого дают возможность заработать денег, там его возносят до небес, его хвалят. То есть к нему представляется 1, 2, 3, 5, 10 людей, которые восхваляют его, восхищаются им. И таким вот образом ведется огромная работа. Плюс это там одна сторона вопроса, когда оказывается воздействие. Чаще всего это на женщин оказывается. На мужчин оказывается там такие есть понятия, как медовые ловушки. Понимаете? Медовые ловушки. Это когда тебе присылает женщина, которая не знает слова «нет», например. И вас снимают на камеру, вас там заманивают в квартиру, там еще куда-то, вас снимают на камеру, там, много-много чего разных происходит вещей. И человек фактически вот попадает, разрушаются семьи, потом, например, присылается видео жене, или там какие-нибудь переписки, специально это делается, и такая стрессовая ситуация создается вокруг. И я сейчас прохожу через эти все этапы, поэтому я знаю, как они работают. И я все это фиксирую, наблюдаю, и, знаете, это очень интересно на самом деле. Невероятно трудно, но невероятно интересно. И вот такая вот работа ведется. И вот есть такие люди, вот все подполье задавливается, оно фактически доводится до состояния, вот, что я перечислил, начиная от медовых ловушек, заканчивая террором, убийством, пытками, запугиванием, шантажом. Все обрушивается на человека. Разрушаются все семейные связи, тебе кажется, что ты один остаешься. Доводят вот людей до такого состояния. Именно так они заставляют, например, совершать террористические акты. Так они совершают, например, школ-шутинг, да, когда расстреливают детей в школе, школьники. То есть вот из этой среды, из детей появляется просто человек, который начинает убивать своих же одноклассников, одногруппников и так далее. Это очень сложная и такая
страшная работа, которую проводит ФСБ. И вот такая вот работа идет. И вот, несмотря на это, вот есть такие люди, которые, ну, они живут, зарабатывают вот в этой каше, где вас убивают, преследуют, там с вами происходят очень странные вещи. Некоторые вещи, конечно, это стечение обстоятельств, это тоже как бы мы не исключаем. Но производится большая, такая мощная такая работа вокруг вас. И в это время люди зарабатывают, люди ну, как-то себя ведут. Вот если я понимаю, что если человек вышел на какую-то там тропу, так сказать, и ну, он готов, да, ко всем испытаниям, например. Но если вы зарабатываете на этом деньги, а, то, ну, я просто не может, я, может, чего-то не понимаю, мне трудно представить, чтобы можно было зарабатывать деньги, вот, жертвуя вот этим всеми родственниками, связями, там, психологическим, моральным со своим состоянием, потом физическим уничтожением своих. Но такие люди есть. И один из них, и вот его трупа, это Ахмед Закаев. Это человек, которого я верил, что это человек искренне там какой-то там патриот там и так далее. Это оказалось абсолютной ложью, это абсолютной игрой оказалось. Меня за полгода до начала войны широкомасштабной в Украине люди, которые здесь правозащитники, они половина там воевавшие, ну якобы против России, там большие такие там заслуженные, воевавшие, там супер-пупер, там герои и так далее. Меня пригласили в Страсбург, там на какую-то там конференцию, там, ну, какое-то там собрание. Все это было сделано для того, чтобы меня завербовать. Потому что уже война в Украине начиналась, об этом уже все понимали, и я мог все это разрушить, выдавая всю эту информацию. Хотя я вот выдаю эту информацию, но почему-то это не разрушается на протяжении уже 4 лет. И вот я туда поехал с человеком, которого мне сказали подвезти туда. Я его посадил в машину вместе с другими своими товарищами. Мы поехали на эту конференцию. И когда мы возвращались, человек, который с нами ехал, это из правительства Ахмеда Закаева. Его зовут Нашхо Эльдаров, по другим данным Руслан Сулейманов. На обратном пути, не туда мы ехали, вот мы ночью ехали туда, были на ногах, потом ночью ехали обратно, ну, грубо говоря, 1,5-2 суток. Человек вообще не спал и вообще ничего не ел. Вот мы обратили внимание, не ел, не спал, вообще ничего. Мы там потихоньку менялись в машине, спали, кто-то. Этот человек не уставал. И он мне предложил работать на российскую разведку. Вспоминал там разные там вещи ну, и так далее. Ну, это я об этом много говорил, рассказывал. Я немножко был, сказать, если сказать, немножко был потрясен, ничего не сказать, но это было для меня таким, знаете, переоценкой всего происходящего вокруг. Об этом я, конечно, сказал и Закаеву сказал, и другим людям сказал. Я сказал, человек меня пытался вербовать на российскую разведку и так далее. Закаев сделал вид, что он ничего не понимает там и так далее. Он сказал, он у меня не работает и так далее. Потом выяснилось, все-таки он у него там работает, потом он его потом снимает. Ну, короче, вся эта ложь, я не мог поверить до конца, что этот человек может быть вот таким откровенным врагом чеченского народа, врать людям, обманывать и работать на российскую разведку. Потом началась война в Украине, а задача, я спрашивал человека, о чем мне, ну, что мне нужно. Мне предлагали машину, деньги, женщин, дом, все что угодно. Я должен был внедриться в украинское общество, я был блогером, состоял в спилке блогеров украинской. После этого я ушел из этой спилки блогеров, потому что не стал, ну, просто побоялся как-нибудь, чтобы не дискредитировать себя в первую очередь, чтобы как-то, мало ли, еще что-то могут выкинуть. И просто дистанцировался от этой спилки блогеров. Хотя и спилки, и всем я рассказал. Дедусик был блогер такой. Ему об этом я все подробно рассказывал. Он все это запоминал, говорил, да, верит. Не знаю, куда он дальше передавал информацию. К сожалению, Дедусика уже нет. Другим блогерам там я тоже говорил.
но писал, говорил, в своих эфирах говорил, ну и так далее, и так далее. И вот началась война, и вот мы теперь видим Ахмед Закаев, который с первых дней, с 2014 года, когда Иса Мунаев поехал воевать в Украину, защищать Украину, Ахмед Закаев был тот, кто отговаривал его туда ехать. Говорил, что не надо, не наша война, не нужно туда ехать. Он предлагал а, человек из батальона шейха Мансура, который сейчас воюет в Украине, он живой, есть свидетель. Он мне лично говорил, и потом я от других людей тоже эту информацию подтверждал, что Закаев предлагал $1 миллион Исе Мунаеву и должность министра внутренних дел в Чеченской республике в составе России, если он не поедет воевать в Украину. Понимаете? Вот насколько важно было, чтобы Иса Мунаев туда не поехал. Иса Мунаев туда поехал, и при очень странных обстоятельствах он погиб. Мы до сих пор не знаем, что там произошло, как это все произошло. Но такая вот произошла ситуация. То есть мы имеем дело с человеком, который является абсолютным проводником российских планов, российских нарративов. Он долгое время находился в чеченском руководстве, вокруг чеченского руководства. Нигде, как люди рассказывают, нигде он не воевал. Где-то там оказывался в окружении с кем-то. Это единственное, по-моему, раз там было. И все, больше никакой войны нету. Но есть очень много косвенных причин, которые его действия приводили к тому, что дискредитировали чеченский народ и чеченское сопротивление, чеченское правительство в лице Джохара Дудаева. Как, например, казнь 4 российских военнопленных, которых Ахмед Закаев дал наводку, их задержали. Точно так же очень странный случай произошел в русско-украинской войне, когда люди от Ахмеда Закаева перешли границу, тоже расстреляли грузовик какой-то, где оказался один человек. Некоторые говорят, это был чеченец. И вот эта операция тоже очень подозрительная, очень странная. Там есть очень много разных таких деталей, что вот просто расстреляли машину, и это вот вся вот такая заслуга такая была. Ну, вот так, пиар, там вот, воюют там и так далее. Ничего они там не воюют, на самом деле. Мы видим, как украинцы воюют, мы видим, как украинцы погибают, как они берут пленных. Мы не видели, чтобы эти люди кого-то брали в плен. Мы видели только вот имитацию деятельности все это время. Большая такая имитация деятельности, большая работа ведется. И я говорил об этом, но, знаете, я немножко в последнее время, вот почти уже больше 2 лет, по-моему, где-то, или около 2 лет, я с Аядом Идиговым, сопредседателем Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, веду стримы. Я пытаюсь привлечь внимание вот к тому, что они делают. Я раскопал, кто является не симулякром, а настоящим человеком, настоящей властью, настоящей группой, которая борется за наши права, за права чеченского народа. Нашел их в лице Аяда Идигова, Аллы Дудаевой, других лиц президиума нашего правительства. И объяснил им, как я оказался рядом с Ахмедом Закаевым. Это тоже была целая операция, как они меня туда завлекали, чтобы я поддерживал Ахмеда Закаева. Хотя мне многие говорили, Ахмед Закаев там, он предатель, он там такой-сякой, всякое говорили. Но я видел, что эти люди митинги делают, какую-то активность проявляют, как и сейчас они это делают. Но по факту они это специально делают вот для таких людей, как я, чтобы их заманить, чтобы свободные чеченцы не организовались вокруг, ну, сами собой не организовались. Знаете, это как загорается лампочка, куда там мухи, там мошкара, вся притягивается, мотыльки, все притягивается, которые решили выйти, и вот появляется такой вот свет. Потому что если не будет этого света, то мы сами организуемся. Ну, а подполье у нас было маргинализовано, было тоже вот все, что я рассказывал, вот, происходит с родственниками, там, это я связывался и с Аядом Идиговым связывался, с другими людьми связывался, пытался, ну, как только выехал из России, помогать Украине я выехал, и я понимал, что мне нужно быть с единым нашим руководством, честными, потому что они разбираются, я-то ничего не знаю. Я новенький в этом деле. Я думал, я просто буду помогать. Я буду поддерживать. Но ну так получилось, что
по какой-то причине люди не доверяют, боятся, там очень много ожогов, обжогов там и так далее. И вот я вот попал в эти сети, расставленные российскими спецслужбами, я уверен, в лице там Ахмеда Закаева и его вот этой театральной труппой. Они играют роль, они не настоящие, они играют роль. Это я открыто, прямо, не в первый раз говорю. Я готов пройти на детекторе лжи, я готов клясться на Коране, если для мусульман это важно, чтобы подтвердить. Я для всех других готов пройти на детекторе лжи, на психофизиологическую экспертизу провести, проверить себя, вру я или нет. Публично, открыто готов все это делать, абсолютно открыто, спокойно. Не боюсь ничего, потому что говорю правду, знаю, что я пройду эту экспертизу. Вообще без вопросов. Поэтому никакой власти, роли не стремлюсь. Более того, считаю, что даже не доживу до того момента какой-то роли там и так далее. Потому что знаю, что на меня идет охота, являюсь врагом номер один у них там. Вот из тех, которые сейчас начинают какую-то работу вести. И абсолютно не парюсь по этому поводу. Просто хочу, чтобы мой чеченский народ не уничтожался, не использовался. И чтобы нас дальше хотят уничтожить, и работа эта ведется. Поэтому я из-за того, что я с Аядом и Диговым провожу эти стримы, я начал немножко меньше критиковать Украину, потому что Аяд политик, Аяд не любит, когда я какие-то вещи грубые делаю, говорю. А я не умею по-другому там не говорить правду, где-то что-то. Я не политик, не собираюсь быть. Я правозащитник, я рядовой гражданин Чеченской Республики Ичкерия. Поэтому я это говорю еще раз, только от себя, только свое мнение я высказываю. Но я буду это мнение высказывать, и никто, кроме Уголовного кодекса Федеративной Республики Германия и моей совести, мне запретить не может и не запретит. И я не хочу обидеть Украину, я с большим уважением, большущим уважением отношусь к тому, что делает украинский народ, украинские воины. Всеми, так сказать, фибрами души поддерживал Украину, поддерживаю, объявлен фашистской Россией. Вот это некрасиво говорить каждый раз, но чтобы понимали, из-за того, что поддерживаю Украину. Еще когда даже война не началась в Крыму, я уже понимал, что это к этому все идет. В 2013 году я это понимал, а в 2014 находился, уже поддерживал, потом в 15-м выехал, объявлен террористом, иноагентом, там, экстремистом, ну, много-много чего они там, уголовные статьи, там, куча просто на меня, на моих родственников, там, один мой родственник запытан, там, на него дел сфабрикована куча. Ну, короче говоря, там большая-большая такая история, которая идет, она не прекращается. Но дело в том, что когда произошло признание Украины, кстати говоря, нужно отметить, что вот эта конференция, которую провели вот, Олег Березюк, и вот эта группа, которую он возглавляет, Института глобальной политики и права. Я не знал об этой конференции. Я знал, что именно вот по признанию Василенко, профессор, уважаемый украинский юрист, человек, который был одним из юристов-судей на трибунале по Югославии. Василенко, к сожалению, его сейчас нет, он уже умер. Но вот этот человек вместе с нашим президиумом, перепиской занимались, там, подготавливали документ о признании Чеченской Республики Ичкерия и о том, что Россия совершила геноцид в отношении чеченского народа. Это первая формулировка, которая на уровне государства таким высококвалифицированным юридическим специалистом, юристом Василенко было обработано. Не только им, там еще люди работали, но главный был, конечно же, Василенко, именно в юридической плоскости этого вопроса. И что вот это первый документ о том, что над нами совершен геноцид, это сделала Украина. Это для нас, для меня, мне вот
Аяд на меня, например, не нравится Аяду, когда я так говорю. Но я хочу сказать, что для меня признание Ичкерии не так важно, сколько мне важно, чтобы убийство моего народа не осталось в забвении, что вот убили нас, вот так просто поубивали нас и сказали, ну вот, убийства совершились. Для меня это важнее даже, чем независимость. Я понимаю, что если мы не будем независимыми и свободными, мы вот как сейчас вот, находимся в оккупации, в заложниках, будем инструментами, и нас дальше будут посылать, убивать других и сами погибать. Но привлекать к ответственности наших убийц никто не будет. Поэтому нужно мне это государство. Для того, чтобы наказать наших убийц, чтобы больше нас не убивали. Вот для чего. Как правозащитник я выбрал себе вот эту стезю. Я работал в этом, я и раньше этим занимался. Но вот я начал на это давить. Для меня самая главная цель, больше даже, чем независимость, свободное наше государство, важно, чтобы русские преступники, которые совершили преступления, были наказаны. Я вам это все объясняю, мои зрители это знают, но объясняю вновь и вновь, чтобы некоторые, кто смотрит, понимали мою мотивацию, что мной движет, почему я, несмотря на все, что вот со мной происходит, вот делаю то, что делаю. И никакой там власти, борьбы за власть, какая власть? Мы находимся на грани исчезновения. Чеченцы просто исчезают. И вот эти шакалы, которые присосались, их тут много, полно, которые хотят власти, они думают, кто-то думает, если он 2 раза выстрелил в сторону русских, он уже претендует на власть, там у него должно быть что-то там и так далее. А чеченский народ его не волнует. Они думают, что вот Кадырову как-то повезло, он стал миллиардером, там богатым. Ну, это недалекие люди так думают, но вот есть такие, кто так думает, и пытаются на это погреть руку. Здесь этого близко нет. Здесь мы находимся на грани исчезновения. Чеченцы просто находятся на пороге полностью уничтожения. И нас не оставили еще в покое. И вас, украинцы, не оставят, если вы проиграете. А вы уже идете по пути, нашему пути, как проиграть. Не в смысле в военном плане. В военном плане вам равных нет. В плане вот этих игр политических, спецслужбистских там и так далее, в которых сейчас уже задним умом, задним числом мы можем какие-то выводы делать, а тогда вот мы оказались там, где оказались. Ну, конечно, это было и предательство всего мира и так далее. Поэтому, украинцы, если вас это будет задевать, то, что я говорю, поверьте, я это делаю не для того, чтобы вас обидеть, задеть или оскорбить. Я это говорю для того, чтобы вы понимали, что происходит с вами и как вы поступаете, ваша страна, ваши некоторые представители поступают с нами. Давайте я вам дам послушать буквально 2 минутки видео, где Алла Дудаева выступает на вот этой конференции, и ее вот этот Березюк Олег перебивает. Мне здесь в комментарии написал один мой старый подписчик, Евгений, написал о том, что представитель Украины, как любой другой страны, которая поддерживает независимость Чеченской Республики, неизбежно сталкивается сегодня с вопросом, кто является легитимным представителем и так далее, и так далее. Знаете, ну, мне от него услышать, от Евгения, было странно, он меня много лет смотрит, это полнейшая чушь просто. Было странно услышать такой комментарий, и я понимаю, что человек не сочувствует мне, а просто находился, и ну, я сделал вывод после этого, что он не верит мне, не сочувствует мне, он просто находится, ну, как-то координирует, где-то, может, поглядывает, там, наблюдает, так сказать. Потому что я уже столько раз говорил и по поводу вербовки, попытки вербовки меня и так далее, что для меня это немножко было открытием тогда. Но это не является тем, что вот здесь он пытается здесь представить, что вот украинцы не разбираются. Украинцы разбираются. Если бы украинцы не разбирались бы, они бы не обращались бы к Идигову, точнее Василенко не обращался бы к Идигову, Верховная Рада не обращалась бы к Идигову и другим людям из президиума. Это делалось для того, зная, с кем они имеют дело, кто именно знает, грамотен в этом вопросе и так далее. И поэтому занимались именно с Идиговым и с нашим президиумом. Но когда юристы отошли, в дело вступили спецслужбисты.
СБУ это, я не знаю кто, скорее всего, это СБУ. Вот они вот эту тему вот так вот ею манипулируют. Для чего они манипулируют, я не знаю. Но это приводит нас, чеченцев, к катастрофе. Это ведет нас к катастрофе. Понимаете? А я против того, чтобы Украина, за которую я, ну, можно сказать, все, что у меня было, пожертвовал, чтобы она меня вела в какую-то катастрофу. Поэтому не обижайтесь, если будет немножко неприятно, но правду мы будем говорить, несмотря и в отношении вас, украинцев, и в отношении чеченцев, и в отношении любого на этой земле мы будем говорить правду, как мы видим ее, как мы ее понимаем. Давайте послушаем буквально 2 минутки. Сейчас вы можете говорить, мы вас слушаем. Добрый день. Да, мы вас слушаем, вы можете говорить. Спасибо за приглашение. Мне очень приятно видеть здесь такое количество Украины и нашей Ичкерии. Я вижу, что вы большим сочувствием относитесь к оккупации нашей страны. И сейчас, конечно, еще не время об этом говорить, потому что Чеченская республика Ичкерия сейчас молодежь бежит в Турцию, бежит в Казахстан, спасать от мобилизации. Но обратно они быстро вернутся, как только разойдется Российская империя. И я думаю, что это время не за горами. Но у меня предложение. Я вижу, как Ахмед Закаев называет себя премьер-министром. И это самозванец. Он никогда не был премьер-министром. Просто сам пригласил себя премьер-министром и главнокомандующим. Даже верховным главнокомандующим. Алло, очень большая просьба. Мы говорим сейчас о том, тема круглого стола не Ахмед Закаев, тема круглого стола проблемы и перспективы деоккупации Чеченской Республики Ичкерия. Давайте все-таки мы чеченские внутренние вопросы в сторону. Сейчас будем говорить о том, что надо практически сделать для того, чтобы деоккупировать вашу страну. Ну, это спекуляция. Ее как раз и осужденный за убийство Золкин, который сейчас тоже какой-то суперблогер стал в Украине, тоже говорит и, знаете, так использует. Ну, мы же говорим про деоккупацию, мы про свободу говорим чеченского народа и так далее. Это наглая ложь, которую Олег Березюк прикрывает свое предательство чеченского народа, чеченской Ичкерии, потому что речь идет не о деоккупации, а о том, чтобы нас оставить в составе России. Потому что именно Ахмед Закаев является тот, который говорит, что мы часть России. Именно его люди вербовали, пытались вербовать меня на работу на России против Украины. И я это прямо говорю. Прямо. Меня не слышат. Меня до сих пор не слышат. Ну, не знаю. Мой канал, YouTube канал, был внесен в список, задумайтесь только, внесен в список как бы враждебных украинским каналам, Украине. И Россия передала, а потом выяснилось, что Россия передала Украине данные, а данные украинские передали ФБР, а ФБР YouTube. И YouTube мой канал занес куда-то в серый бан. И только потом, через какое-то время, раскопали, там узнали, и мой канал освободили из этого серого бана и высвободили мой канал. Вот так вот получилась ситуация. Да? Это такая мне благодарность была со стороны Украины, украинских спецслужб за то, что я верой и правдой, да, как многие украинцы не служу Украине, делаю общее дело с украинцами. Ну, вот такая вот была вещь. И вот сейчас нам говорят, что вот мы боремся. То есть она говорит, что этот человек самозванец, что этот человек представляет уже неоднократно везде, она, Аят Идигов об этом много говорят, что этот человек отрабатывает там
кремлевские нарративы действуют в рамках... Да, на Западе он может удобный собеседник здесь для западных представителей, но по факту ему никто не доверяет на Западе. Там он иногда изображает, что он там представляет себя там какие-то... Делает вид, что какие-то английские спецслужбы его курируют, намекает он на это, что у него там это, у него то. Его, может быть, там защищают, потому что там угроза есть и так далее ему, ну, якобы есть. Вот такая вот ведется работа. Но это один из моментов, который происходит в отношении нас. Сейчас мы видим, что за все это время, если брать украинскую сторону, украинская помощь, которая была, Ахмед Закаев, например, сказал, что 300 тысяч чеченцев Европы поедут воевать за Украину. Ну, это, конечно, как сейчас мы понимаем, и тогда многие понимали, но украинцам, наверное, понравилось, как звучит 300 тысяч приедет воевать. Это оказалось пшиком, и все, что они говорят и делают. Но по факту получилось, что там, может 10 человек, может 5 человек там вокруг Закаева там собралось. Все, остальных нет. Ребята, которые там воюют, наши чеченцы, которые там в теробороне находятся, в других разных подразделениях СВУ находятся, они когда слышат или видят, что Ахмед Закаев или его там эта труппа, они обходят их стороной. Потому что, не дай бог, они узнают, что они есть, потому что сразу же информация уйдет на Россию, а это уже репрессии родственников и так далее. То есть чеченцы воюют, но не могут объединиться. Не могут объединиться, они там разбросаны, ну и в принципе их это устраивает. Меньше знаешь, как говорится, крепче, безопаснее родственники, так сказать, в оккупированной Ичкерии. Ну вот это тоже один из ударов, которые наносятся Украине, о том, что чеченцы не формируются как независимая мощная военная сила. Если бы там сформировались бы, я уверен, мы бы 10 тысяч чеченцев собрали бы. Те возможности, которые есть у Украины, вся Европе молодежь, которая вот затаив дыхание с первых дней смотрела, сейчас многие уже разочаровались, они бы с удовольствием поехали бы и вступили бы в ряды вооруженных сил Украины или добровольческие, интернациональные, международные, там вот эти группы, батальоны. Но этого не дали сделать, просто не дали. Просто потому что приехали люди, которые не хотели туда ехать, в начале, которые говорили Исему Наяву, не едь туда. Потом меня пытались вербовать. И сейчас вся вот эта агентура там сплошь рядом. Начиная не только этих, ну там, например, Фейкин, например. Я рассказал про Фейкина. Фейгин, да, Марк Фейгин. Человек, который воевал в Боснии вместе с Гиркиным, тем самым, который начинал войну против Украины, как он сам говорит, поджег фитиль войны там и так далее. Этот же Гиркин подозревается в поджоге войны в 99 году, когда взрывали дома в 99-м, российские дома, чтобы обвинить в этом нас, чеченцев. Тогда тоже очень на него похожий фоторобот есть. Да, есть информация, что это может быть он. Такой профессиональный провокатор патрушевский. Путинско-патрушевский провокатор, скорее всего, патрушевский провокатор. И вот с этим провокатором в одной войне был Фейгин, Марк Фейгин. Этот Марк Фейгин вместе с Арестовичем, который есть другой у вас там один усатый, как его, я забываю фамилию, вместе с Дугиным, Арестович и Корчинский, по-моему, его фамилия. Корчинский, сейчас тоже выполз этот Корчинский, тоже рядом с Ахмед Закаевым, тоже сейчас начинает появляться. Вроде его долгое время не было слышно. Вот эти все мутные товарищи, которые почему-то не привлекли до сих пор к ответственности, вот на украинских каналах вот везде светятся, разговаривают. Вот смотрите, был случай, как мы знаем, в Украине было массовое убийство украинских военнопленных. Это произошло в 22 году. Сейчас, одну секунду.
теракт в Еленовке или Аленовке. Это событие, это резонанснейший террористический акт, который был совершен против украинских военнопленных в ночь с 28 на 29 июля 2022 года. Бывшая исправительная колония 120 Волноваховская ИК-120 в селе Аленовка под Донецком на территории контролируемой ФСБ. Чтобы вы понимали, ДНР это полностью проект ФСБ был. ЛНР это был полный проект ГРУ, военных. Они так всегда делают. Также они делают у нас на Кавказе, если вы обратите внимание. Например, они одного президента ФСБшника ставят, например, в Ингушетии вы можете обратить внимание. Покормятся ФСБшники, ставят потом военного там, Евкурова. Потом Евкурова убирают, потом ставят Калиматова. То же самое и в Дагестане. Во временно оккупированной Ичкерии вот один Кадыров закрепился, там не дергаясь, и вот эти военные, там вот эта вся вот эта людоедская рать, они очень обижены на Кадырова, и они хотят его сместить. И в этом им сейчас помогает Украина. Сместить Кадырова, не деоккупировать, как говорит этот Березюк, не деоккупировать Ичкерию. Сместить Кадырова, оставить Чеченскую республику Ичкерию в составе России, вот с этими бандами, с этой системой, ну, чтобы там были другие люди. Вот к чему они делают. Вот смотрите, да, возвращаясь к Аленовке, тогда было убито по разным оценкам не менее 53 украинских военнопленных, по некоторым оценкам от 62 и более погибло. Ранено более 130 человек, по данным ООН 151, по другим данным от 75 до более 130. Многие умерли от ожогов, взрывных травм, кровопотери, некоторые истекали кровью часами без помощи. Просто ад устроили. Это почерк Петрушева. Вот это такой русский Фредди Крюгер, который, ну, просто звереныший просто. Человек абсолютно аморальный, абсолютно жестокий человек. И вот в это время, в августе, вот в июле, вот это событие происходит, в конце июля, 28-29 это событие. И в это время появляется видео, ну, я увидел только голосовое такое, где Фейгин общается с украинской журналисткой, пропагандисткой, я думаю, и тоже вам это нужно услышать. Я вчера давал прослушать, и сегодня это тоже обязательно нужно прослушать, где они обсуждают, как нужно захватывать чеченских резидентов Украины. Это могут быть граждане Украины, это могут быть чеченцы, проживающие там, под видом того, что это кадыровцы там и так далее. Это, во-первых, нарушение международного права. Именно так они нас, чеченцев, дискредитировали. Мы это все проходили, знаем. И поэтому я был вынужден предупредить. До этого был случай, смотрите, что из окружения Кадырова Хачукаев и заместитель председателя Кадырова в Крыму и Севастополе Мурат Саидов якобы обменяли на украинского волонтера и парамедика Юлию Паевскую, позывной Тайра, гражданина Украины Адама Мурадовича Гриценко, сына Мурада Саидова, заплатив украинцам для затравки 25 миллионов рублей. После подстрекательства Фейгина к новым захватам заложников, родственников, чеченцев и других высокопоставленных россиян становится очевидным. Террористическая банда ФСБ повторяет практику, широко использованную для дискредитации чеченцев во временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия по вынуждению захвата заложников бойцами сопротивления для обмена на своих, то есть украинцами, при этом щедро внося выкуп. Русская операция по дискредитации украинского сопротивления в глазах Запада, начавшаяся с вероломного убийства украинских военнопленных в Еленовке, пока успешно продолжается. Это я пишу 3 года назад, 15 августа 2022 года. У меня это опубликовано там же под видео. Это же видео у меня опубликовано 15 августа 2022 года. Чеченское дежавю. Фейгин подстрекает брать в заложники гражданских лиц, якобы для обмена на азовцев.
Вступление я вам сделал, объяснил, послушайте внимательно. Очень интересно. Важная тема – это Азов. Да. И вот, возьмите, последняя информация, Пушилин подтвердил подготовку к трибуналу над бойцами Азова, и что все это будет происходить до конца лета. Что вы на это можете сказать, что это очень важная тема для Украины? Ну, поскольку мы видели нечто подобное, уже осуждений 3 иностранцев к смертной казни, говорят, еще были приговоры, я вот не настолько следил, плюс история в Еленовке, где они убили. Вот то, что иностранцев осудили к смертной казни, как мы знаем, никого не казнили они, но сам факт этот был, это идет запугивание. Это видео Фейкиным и вот этой украинская пропагандистка по голосу, вы знаете, кто она, делается для того, чтобы запугать украинских вот этих родственников, вот кто находится в плену еще, вот в этой Еленовке, кто погиб, азовцев и так далее. Это их и запугивание происходит, да, вот смотрите, их все равно казнят, надо что-то сделать, наводится паника специальная. И вот ведется такая вот провокация, подготовка. Это все было в Чечне, все было в отношении чеченского народа. Именно поэтому я так уверен в том, что я говорю. Мы это уже проходили. И эти Фейкины, Мейкины, вот эти все Измайловы, вот сейчас, которые Невзоровы у вас там, граждане Украины. Вот эти все люди были вот именно этими людьми. Они делали, нас представляли, подталкивали, да, оказывали на нас воздействие, чтобы мы совершали какие-то действия. Вот такую хитрую работу ведет. После вчерашнего, как я только показал это видео, снова, оно 3 года у меня висит на канале, я об этом много раз говорил, Гордон, который такой же является, такой же консервой, антиукраинская консерва, на мой взгляд. И его почему-то Малюк считает его их своим человеком и так далее. Я считаю, все, что делает Гордон и вот этот канал, вот эти люди, это друг Кобзона, там всех остальных, и матерый старый КГБшник. И я думаю, это враг Украины. Это враг Украины. После того, как я показал вчера вот этого Фейкина, рассказал про этого Фейкина, Гордон его пригласил и начал сразу его там рассказывать с ним, общаться и так далее. И поэтому я сказал, украинцы, вы проиграете. Да, русские проиграли уже. Русские проиграли. Но мы, чеченцы, тоже выиграли войну. Но мы проиграли спецоперациям вот этим. Понимаете? И все наши командиры были убиты. Все наши герои были дискредитированы, убиты, обмануты, посажены. Друг друга случайно в аварии, где-то кто-то подстрелился, какие-то вот невероятные вещи происходили. Они уже описаны, они уже известны, ваши все лидеры украинцы, они уже им известны. У нас точно так же было. И этот лидер вокруг него, а лидер, как мы знаем, имеет тяжелый характер чаще всего, особенно если он воюет, в войне находится. И не любит, когда ему перечат, там еще что-то. Вот вокруг него собираются не настоящие, кто готов ему критиковать, кто с ним спорить готов, а собираются симулякры, которые восхищаются им, выполняют любое его желание. Вот вокруг меня очень много собиралось таких людей, готовых делать все, что я скажу. И потом выяснялось, что это люди, которые связаны с российской разведкой, с российской агентурой. Еще один важный момент, тут нужно отметить, что агент, это действующий сотрудник здесь на Западе считается. А в России агент, это не действующий сотрудник, это человек, которого действующий сотрудник использует как инструмент для каких-то своих действий. Это тоже большая путаница, которую нужно разъяснять здесь на Западе, но мы понимаем. Но вот здесь, конечно, когда ты говоришь агент, ну какой он агент? У Гордона есть погоны, он звание носит, он что, там, офицер КГБ там, и так далее, кажется. И сразу это кажется, ну какая-то там конспирология, нечестно. А вот из-за этого термина тоже очень важно понимать, понимание на Западе, как относится к термину агент спецслужб, и как, например, в русскоязычном пространстве говорят, что означает агент. И вот он сейчас запугивает. Ну, давайте дальше он нам прослушает. Били 50 человек, ну, как они заявляют, 50, может, их и больше. Может, Мы больше. не знаем, то поверить в то, что они могут провести такой публичный трибунал, ну, я в такой могу поверить. Поверит, да? Конечно. Ну, как я и говорил, что я всегда со скепсисом относился к этой договоренности, она была безвыходной. Не потому, что были какие-то другие варианты с Азовсталью и ее защитниками, но я высказываю скепсис относительно доброй воли
на, так сказать, отправку военнослужащих, комбатантов в обмен на таких же пленных российских, которые есть у Киева. Вот для Путина это не имеет абсолютного значения. А пропагандистский эффект от всего, что они делают, они считают для внутреннего употребления важным. То есть показать собственным обывателям, собственной вате, как мы ее называем, что вот смотрите, мы осуждаем, вот вы просили, хотя это все против законов, это все против международных правил, против Женевской конвенции. Вообще военнослужащих нельзя осуждать. Знаете, что их просто обменивают, их не обсуждают. Только тех, которые там совершали военные преступления, а мы не видим никаких доказательств этих военных преступлений, особенно в отношении защитников Азовстали. То есть и то это суд не российский должен быть, там, ну там с разной юрисдикцией, может быть, и международная, и национальная, но только в самой Украине, в Херсоне должны быть судимы, они там, не знаю, или там, в Мариуполе, но никак не на территории этой лимитрофной зоны Донецка, где ни законов, ни правил, ничего. Ну, как и раньше. Никаких правил, лишь продолжение, запугивание идет. Если у Украины появятся интересные для Москвы пленные. То есть это могут быть и не обязательно военные. Чеченцы? Ну, и они тоже, а может быть и из родственников высокопоставленных лиц. Которые воюют на территории Украины, вы имеете в виду? Почему? Может, они не воюют, может, они что-то другое делают. Вы что-то знаете, Я просто ну, вы говорю. так сказали, родственники. Ну, вы знаете, вот как Причем вот, чеченцы, она сказала. вот Это спектакль. Российского военнослужащего. Шишимарин. Шишимарин, вот. Да. Ну вот сказать, вот он кому вот этот сдался, этот Шишимарин, чтобы его менять на кого-то из Азовстали, да, бойцов Азов. Он никому не нужен, наплевать всем на обычного наряду. Их легион, неважно, живы они, мертвы, ну, власть же их как мясо использует. Вот представьте, вот можно добиться, чтобы этого Шишимарина или там еще таких же обменяли на бойцов полка Азов. Ну, К сожалению. ну вот, а поэтому, а если будут дочери Путина, может обменяют, я ж не знаю. Дочери Путина в Украине. Я просто... Дурачком прикидывает, дурочкой прикидывается. Вы что-то знаете. Вы что-то знаете. Мотивация должна Я быть. поняла вас. Я поняла задачу, которая стоит перед разведкой Украины, перед Слышали? главным управлением ГУР Минобороны Украины. ГУР должен Они, я действовать. думаю, догадываются о психологии тех, кто решает эту проблему в России, что для них имеет значение только что-то лично для них важно. А все остальное, кстати. Вот так вот. ГУР должен действовать. Давайте я вам немножко про ГУР расскажу. Про ГУР Украины. Скажите, в Украине зачищают всех, для кого готовят место? Это, как известно, наверное, узнали, это Максим Шевченко. Скажите, в Украине зачищают всех, для кого готовят место? Да нет, они хотят поставить Буданова, я считаю. Я в закрытом канале детально разбираю. Я не знаю, наверное, тоже в России в экстремисты объявлены. Хотя я знаю, что российские силовые структуры Буданова считают, обмены пленных производятся по его линии. Как мне сказали, Буданов, это Буданов, Арахами, это две фамилии, к которым всерьез относятся на самом верху. Понимаете? Да, враги, но с теми, с кем можно договариваться, и с теми, кто могут как-то гарантировать свои какие-то слова. А все остальные это какие-то марионетки, какая-то болтовня. Я не могу себе представить, чтобы Шамиль Басаев, Руслан Гилаев, которые реально были врагами, воевали, как Буданов говорит, что он тоже воюет против России, чтобы вот так о нем отозвались бы, что вот это реально с кем можно иметь дело, считают и так далее. Кирилл Буданов, как говорят, ГУР занимается обменами пленных. Да? Я думаю, это СБУ курирует. Ну, я не знаю всей кухни внутренней украинской. И мне это на самом деле не столько интересно. Но я вижу, что обмен пленными – это одна из главных задач. И вот убийство Евгения Нужина, где, например, тот же Бутусов, да, который раскрутил вот этого Евгения Нужина, сделали, да, некоторые украинцы говорят, ну и что его убили, ну подумаешь, ну бандит пришел там нас убивать и так далее. Ну, это, конечно, каждый человек сам оценивает, да, свою моральную, нравственную сторону этого вопроса. Если человек вам сдался, вам доверился, есть программа «Хочу жить», которая гарантирует вам, что без вашего согласия не передают там и так далее. Это гарантирует международное право. Ну, если вы так относитесь, ну, понятно, ладно, это говорит о вас просто как о человеке что-то. Но это еще говорит о том, что больше никто не будет сдаваться. Понимаете? Евгения Нужина раскрутили как ЧВК вагнеровца.
подняли, раскрутили. Бутусов его снимал на видео, там показывали его, там все там так красиво, что вот русский парень, мужчина, который сидел, решил сдаться, перейти на сторону Украины, сражаться за Украину. А потом его привязанного к кирпичу, к шлакоблоку, головой скотчем замахивают кувалдой и разносят бошку. Понимаете? Некоторые говорят, что это не было по-настоящему и так далее. Что это был за спектакль? Такая дешевая отмазка от одного украинского экзотического пропагандиста. Мы услышали. Смешно, конечно, но, к сожалению, это очень печально и грустно. То же самое, после этого ЧВК вагнеровцы не сдавались. Это прямые ребята, у Путина две банды есть ЧВК, ну ЧВК их называют, это не ЧВК, а настоящие банды. Это ЧВК Кадыровы и ЧВК Вагнер, понимаете? Одну возглавлял Пригожин, очень доверенный, близкий человек Путина. Другую возглавляет Рамзан Кадыров, очень доверенный, близкий человек Путина. ЧВК Вагнер возвращают. То есть люди Путина в плен не сдаются. А если сдаются, их забирают и казнят. Запомните это. Вот что мы увидели. Затем сдался киргиз Мусиханов, кадыровец. Точнее, он не был кадыровцем, он из Москвы вообще-то поехал туда воевать, потому что у него было уголовное дело. Его дергали и сказали, если не пойдешь ты, мы заберем твоих братьев, твоих родственников, кого-то. И он вынужден был пойти, чтобы не забрали их. Но он поехал не с Грозного, не с Гудермеса, где вот эта террористическая банда имени Путина там у них есть. А поехал с Москвы. Там записался, пошел и все, пошел добровольцем. И как бы, чтобы его родственников не забрали. Как только он оказался на России, видимо, он планировал, может быть, сдаться. Может, у него неприязнь была к кадыровцам. Я полагаю, скорее всего, это связано с неприязнью, потому что там можно еще денег заработать у кадыровцев. И там и обмундирование получше и так далее. Но он выбрал туда. Видимо, он не хотел с кадыровцами связываться. Он решил, что он пойдет с русскими, там через Москву пойдет и так далее. Пошел, получил ранение и сдается в плен. Есть видео, у меня на канале оно есть, оно везде есть, где его берут в плен саперы. Он сам вышел на саперов, он шел там, нашел до минного поля, там встретил украинцев, с ним сдался. Они ему ничего не говорят, они ему не грозят. Они счастливые, что им попался в плен живой чеченец. Они едут там, не бойся, с тобой все будет хорошо, не волнуйся. Никто ему ничего не угрожает. Он сам говорит слава Украине. Понимаете? Приезжает в Украину. Он неграмотный, не понимает, что там есть какая-то программа «Хочу жить». Он просто перешел линию соприкосновения и сдался Украине. Киргиз, его имя такое, это чеченец. У нас так называют людей национальностями из-за уважения к своему другу, там могут так назвать. Вот у него такое имя Киргиз. Киргиз Мусиханов. И вот он сдается в плен, находится в Украине под контролем, как мы понимаем, как нам рассказывает Максим Шевченко, Буданова, он занимается обменами. Туда приходит Закаев. Закаев со своим майором Джамбетовым. Майор Джамбетов. Они там разыгрывают спектакль перед ним. И они с одного населенного пункта, у меня поэтому тоже был текст написан. Я сейчас его быстренько вам озвучу. Видеоматериал от 20 сентября 2024 года с пророссийским названием «Алаудинов снова соврал. История ахматовца Киргиза Мусиханова». На канале «Хочу жить» рассказал о Киргизе Мусиханове из Чечении, который добровольно сдался в плен украинским саперам, который попал, с его слов, под мобилизацию, пытаясь избежать сфабрикованного уголовного преследования в России. И опасаясь, что за отказ от участия в войне могут мобилизовать его родственников. Во время сдачи в плен Мусиханов заявил, что родом из Урус-Мартана. Из Урус-Мартана Ахмед Закаев, кстати говоря, Чечении. И выразил свои намерения на камеру словами «Слава Украине», подтверждая добровольный характер своих действий. Очевидно, он целенаправленно выехал из Чечении в Москву, чтобы избежать связи с ахматовскими формированиями, после чего был мобилизован и отправлен на фронт из Москвы.
Несмотря на это, на странице российского гауляйтера Рамзана Кадырова появился ложный текст о том, что Мусиханов якобы является бойцом отряда «Ахмат», с чем согласен автор данного. Мусиханов, судя по всему, намеревался воспользоваться украинской программой «Хочу жить», которая представляет гарантии безопасности для лиц, добровольно сдавшихся в плен, а также возможность выезда в страны Евросоюза. Данная программа не только получила широкое освещение, но и активно поддерживается, в том числе и через мои собственные публичные обращения в стримах, где я, в том числе на чеченском языке, неоднократно призывал чеченцев, попавших под российскую мобилизацию, сдаваться в плен Украине. А также выкладывал видео с канала «Хочу жить» на свои информационных ресурсах. Несмотря на добровольную сдачу, которая была зафиксирована на видео без применения насилия, Мусиханов был возвращен в Россию, что явно нарушает заявленные условия программы. Его возвращение в Россию и последующая судьба вызывает серьезные вопросы о соблюдении международного права. После возвращения он был передан русским под командованием Лапти Алаудинова, известного своей особой жестокостью по отношению именно к чеченцам. Мусиханова отправили в штрафной батальон для участия в штурмах и заставили снимать о себе видео, что однозначно являлось попыткой подавить волю к сдаче у других чеченцев, так как украинская, а затем и российская сторона превратили киргиза Мусиханова в медийную фигуру, сопоставимую по масштабу с печально известным Евгением Нужиным. В тюрьме для военнопленных Мусиханов дал интервью, и его навестил Ахмед Закаев и Хусейн Джамбетов, также выходцы из Урус-Мартана. Учитывая давние связи Закаева с российскими спецслужбами, есть основания полагать, что Мусиханов подвергся давлению с целью убедить его вернуться в Россию, возможно, под угрозой репрессий в отношении его семьи. Также важно отметить, что после этого визита закаевский майор Джамбетов вскоре открыто перешел на сторону России, вернулся во временно оккупированную Чеченскую республику и начал заниматься активной информационной пропагандой в интересах России. О сотрудничестве Закаева с Кремлем сообщали много лет многие известные и уважаемые люди, в том числе и я. Однако, несмотря на это, два россиянина посетили военнопленного в украинской тюрьме, после чего он был возвращен в Россию. Если бы Мусиханов остался в Украине, это могло бы помочь подорвать десятилетиями созданный миф, который российская пропаганда выстраивала о покорности чеченцев и их поддержке России. Этот миф является важной частью информационной кампании Кремля. Пример Мусиханова мог бы продемонстрировать, что чеченцы могут перейти на сторону Украины и что там держат слово. Такой переход мог бы привести к массовому вовлечению чеченцев на украинскую сторону. Хорошо мотивированные и вооруженные западным оружием, чеченцы могли бы стать серьезной силой в рядах ЗСУ. Они могли бы нанести не только информационный и психологический удар, но и, сражаясь в рядах ЗСУ, нести весомый вклад в победу над русизмом. Также обмен обычного чеченского парня киргиза Мусиханова на нескольких украинских военнопленных подтверждает высокий интерес ФСБ в сохранении данного мифа. К сожалению, видео не уделено должного внимания судьбе киргиза Мусиханова. Я комментирую там видео, которое здесь приведено. Пост на странице российского чиновника Кадырова и материалы на позорно известном канале Russia Today были представлены как достоверные. И в то время, как сам Мусиханов был неуместно высмеян, а его позиция во время пленения проигнорирована. Кроме того, по факту свободы, он просто получил свободу, он бежал из этой тюрьмы народов. Кроме того, есть еще одна известная широкой публике темная история, которая ставит под сомнение работу коллектива «Хочу жить». Она связана с ранее упомянутым добровольно сдавшимся россиянином вагнеровцем Евгением Нужиным, который широко разрекламированный журналистом Бутусовым и другими известными лицами в Украине, затем оказался в России и был демонстративно убит русскими особо жестоким способом. Возможно, он не оказался, я уже от себя добавлю, возможно, Евгений Нужин не оказался на территории России.
Мы не знаем, оказался ли он там или нет. Возможно, после слов Карпенко, экзотического украинского блогера, кстати, я призываю и еще раз чеченцев призываю, пожалуйста, вот я хоть его обозначаю здесь, не надо обращать на него внимание, там какую-то там ему пиар-компанию делать. Он специально нас провоцирует. Его уровень — это агент российских спецслужб Тумсо Абдурахманов, там другие там разные российские эти блогеры, вроде там Ломаева, кто там у них еще, вот этот Белокиева, вот это все, вот это уровень, вот это одна кодла, одна мафия, короче, из одного управления управляемой, да? Поэтому особо на них внимания не обращайте. После того, как вот этот Карпенко сказал, что, а вы видели, вот он Фельгенгауэр, по-моему, разговаривает и говорит, а вы видели, что его убили? Вот, может быть, Пригожин его спрятал, а потом он выйдет там и туда, и сюда, и так далее. А может быть, его и не передавали России? Может быть, его просто в Украине убили, этого Евгения Нужина? А может быть и по-другому быть, понимаете? Но сам факт, после того, как Евгения Нужина убили его, или украинские спецслужбы сделали вид, что убили и спрятали, или передали и реально его убили, и Киргиза Мусиханова точно передали, мы это знаем. После этого можно сказать, что больше никто сдаваться особо желания не горит. Все боятся сдаваться, знают, что их могут предать. А такое происходило не раз. И вот эти вещи складываются, если бы, я не могу сказать, как Ахмед Закаев, чтобы 300 тысяч чеченцев собралось бы сейчас в Украине, я могу сказать, что тысячи чеченцев было бы сформировано уже в Украине, если бы не симулятор, не российских проводников кремлевских идей Украина приняла бы, а приняла бы настоящих чеченцев, которых полно и в самой Украине, и здесь, в Европе, то совсем другая картина была бы. И был бы кулак, военный чеченский кулак был бы, который сражался бы не хуже, чем сейчас сражаются украинцы. А сейчас идет имитация, идет покушение на Кадырова, Кадыров ставит своего сына, борется за власть, и хотят другого там, может быть, Даудова, может, какого-нибудь русского генерала они хотят вместо Кадырова поставить, чтобы сместить. Кадыров дискредитирован на Западе, Запад устраивает, что Кадырова смещают, там борьба против Кадырова идет. Но нас не устраивает. И я думаю, что это не должно устраивать украинцев, потому что если заменить россиянина на россиянина, настоящему борющемуся украинцу, это невыгодно, в моем понимании. Для нас, чеченцев, это, конечно, невыгодно. Нам заменить Кадырова, зачем менять нам Кадырова шило на мыло? Нам заменить на какого-нибудь, кто меньше в уголовных делах на Западе проходил? Да зачем нам это? Нам более легитимного хотят поставить, русского генерала, какого-нибудь там Даудова, который непосредственно в войне против Украины не замечен, как вы заметили. Он там собирает, отправляет, но в Украину воевать он не ездил, как вы видели. Против украинцев с оружием в руках Даудов не стоял. То его могут поставить. И тогда Запад скажет, ну ладно, он не воевал, но собирал, отправлял, да, там, напутствие, он же чиновник был, напутствие делал там и так далее. Может так это будет. Может кто-то другой будет. Может какой-нибудь сейчас темная какая неизвестная лошадка вылезет, русский какой-нибудь генерал скажет, вот вам будет новый, как, например, в Дагестане там посадили кого-то. Вот так могут сделать. Но по факту идет борьба внутри, как бы внутренняя российская оппозиция. Господа, мы не оппозиция внутренняя российская. Мы независимое, суверенное чеченское государство, созданное по воле чеченского народа демократическим путем, с соблюдением всех международных норм и принципов. Понимаете? И мы не откажемся от этого. Я вот здесь сижу и вам доказательство тому, что мы от этого не откажемся. Мои зрители, которые меня поддерживают в огромном количестве, многие не высказывают своего мнения. Я знаю, что очень много людей слушают, поддерживают и, основываясь на моих стримах, принимают решения.
И мы не откажемся никогда от права, своего законного права. Мы это делали и сражались, и существовали до появления России, даже русского народа, как этноса. Мы всегда были и будем. И будем продолжать то, что мы делаем. Но когда нам нужна помощь, и она бы вам была бы выгодна и полезна, и если вот это все не зачистить в Украине, то ни пользы не будет, а вред будет. Мне говорят, вот там украинцы, там у нас командиры, у нас сила, туда-сюда. Так она у нас тоже была, понимаете? Как только война остановилась, эти командиры, которые были нацелены на русского врага, начали их стравливать друг с другом. Один погиб в аварии при странных обстоятельствах, одни у костра сидели, граната в костре оказалась каким-то образом, взорвалась, 6 человек там погибло. Один там случайно выстрелил пистолет, погиб. Один еще как-то. И вот нет, все, лидеры, командиры перестали. А остальные, их места занимали другие люди. Понимаете? Которые готовили все это время. Все это время, пока эти лидеры были, ты ничего не можешь с ними сделать. Боишься их. А как только их не становится, появляются вот эти все, которые потом становятся лидерами. Мы тут генералы, мы тут командиры, мы тут герои и так далее. Мы воевали, а где ты был? И так далее. Понимаете? Вот она что. Друзья, почитаю ваши комментарии. Сегодня вел стрим практически не читая ваши комментарии. Хочу по голосованию. Голосуйте, друзья. Хочу про нашему голосованию узнать. Почему Украина предает Ичкерию? Потому что это имитация поддержки перед Западом. 19%, более 200 человек проголосовало. Вы что-то сегодня не активно голосуете. Заговор пророссийский в Украине 18%. Коррупция и продажность Киева 48%. Выявление российской агентуры. То есть это все делается для того, чтобы выявить российскую агентуру. 15%. Интересно, интересно. Так, валейк салам, маш воль, шавик чумельвенок. Друзья, если будут вопросы, можете заново писать, потому что я немножко пролистаю. Асан, как думаешь, случайно железнодорожная катастрофа в Испании? Нет, Шамиль, мы же говорили в прошлом стриме. Я думаю, нет, это не случайность. Я думаю, с учетом всей ситуации, которая сейчас происходит, я думаю, это не случайность. Немного не понял, он из Чечни ехал в Украину через Казахстан? Нет, я просто в Украину выехал. Зачем мне через Казахстан? Вечер, господа. Добрый. Ты будешь... Вот так, это не это, так. Валейкум салам, Кавказ. Так, Машовар, слава Украине, героям слава. Так. Ну, короче говоря, ТикТок я тоже не буду листать, друзья, смотрю. Ну, мы уже почти 1,5 часа в эфире. Друзья, в принципе, я сказал, я, может быть, что-то забыл, как обычно, что-то иногда важное, иногда забывается. Но, в принципе, я все сказал. Хочу обратить ваше внимание на то, что если мы хотим не просто убивать там кого-то, да, убивать это вообще ни о чем. Главное не убивать. Главное то, чтобы победить. Почему Украине Запад не помогает? Почему такое отношение Трампа, Америки,
А вот вы вот должны теперь понять, почему такая коррупция, почему коррупционеры сбегают, их не арестовывают. Почему? Потому что начнут других сдавать, поэтому им дают уйти. Понимаете? 18-летнему или 30-летнему мужчине границу пересечь не дают, потому что его в армию призывают. А кто украл миллионы, он заранее получает информацию, уезжает. Что стало с Ермаком? Почему Ермак не сидит? Почему вот эти столько вопросов возникает и никто не наказывается? Я поддерживаю, спасибо. Я считаю, что украинцам нужно очень внимательно отнестись к чеченскому вопросу. Очень важно, я понимаю, у вас много дел, вы воюете, вам тяжело, все я понимаю. Но это и есть война. Это и есть одна из линий обороны, которую нужно держать. И чеченцы нужными и верными вам, друзьями и союзниками. Но если вы будете вести с ними соответственно. Поэтому желаю всего самого хорошего, друзья. На этом я свой стрим прекращаю. Ну и как обычно, слава Украине, все будет Ичкерия. Дэл эту боль ночи рам. Дэл ойнемарт мельвик. Уэйх. Уэй цих. Уэй синваша. Уэй дермаша. Шейн бизнесин. Уэй хацерц. Уэй Rilwans, when Hushbol Hulwans, Tsunach Shane Beram bin Beerchag, Del Bichamweltan Masana. Del Wena Hekelwell, Dunwell, went Eka Lileste Kiti, Ikak Salil Deiti. She Derek Ichkeri Hidu, Notchiram, Dina du, Hiraду. Адикюэль Маш Ойл. Всего хорошего, друзья. До свидания.